Показы фильмов о войне, легкоатлетические эстафеты и чествование ветеранов пройдут в День Победы на открытых площадках по всей республике. О подготовке к проведению праздничных мероприятий сегодня говорили на специальном оргкомитете. Культурный вклад 9 мая внесут драматический, музыкальный и национальный театры Коми. Подарки ветеранам подготовлены от имени главы. Каждый к 73-й годовщине Победы получит по тонометру. А 50 из них с 24 апреля уже отправятся на лечение в оздоровительный центр «Максаковка». Отдельное внимание уделено госпиталю в Печоре, где совсем недавно побывала делегация от Совета ветеранов. Объемы уменьшены. Сегодня 3-й этаж в Печорском госпитале пустой. Люди не могут приехать, а желающих очень много. Годовое оздоровление составляет чуть более 1000 людей. А списки очень большие, если мы говорим о 7000 ветеранов войны, поэтому потребность в оздоровлении есть. Убедительная просьба на здоровье этой категории людей, да и вообще ветеранов, экономить нельзя. Может, даже надо просить еще увеличения финансирования. Вы знаете, что у нас и сейчас даже идет превышение стационарных коек над федеральным нормативом порядка 500, что требует дополнительных выделений средств порядка 500 миллионов рублей. Поэтому, если решение будет записано в проекте сегодняшнего Совета и бюджет республики готов на данное увеличение, мы только за. Одна из самых традиционных акций «Мы наследники Великой Победы» уже началась. Старт ей 21 марта дал глава Коми. Марафон направлен на самих ветеранов, в республике которых осталось менее 300, еще более 7000 тружеников тыла, блокадников, узников фашистских лагерей, семей участников войны. Помочь в наполнении ветеранского фонда «Победа» может каждый желающий житель Коми.